Они молоды, энергичны, инициативны. К своей цели они шли долго, много и упорно работали. Вложили в свое дело душу и частичку себя. Их выбрали среди тысяч других, а значит, теперь у них есть шанс кардинально изменить свою жизнь. Они приехали, чтобы победить и в нелегкой конкурентной борьбе заработать свои первые миллионы. В этом году конкурс «Стартап Булашак» предусматривает 3 гранта Ассоциации «Булашак». За первое место 7 миллионов тенге, второе место 6 миллионов тенге и 5 миллионов тенге за третье место, а также 15 миллионов тенге гранты программы развития Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан при финансовой поддержке Европейского Союза на реализацию стартапов в сфере зеленой экономики. Организаторы и партнеры конкурса: Ассоциация «Булашак», Фонд Даму, ПГУ имени Султанмахмуда Торайгырова. Спонсоры проекта: АО «Казинвестбанк» и АО «Казахбанка». Вот и настал тот самый долгожданный день презентации бизнес-проектов перед членами конкурсной комиссии. В ее составе известные бизнесмены, банкиры, топ-менеджеры крупных корпораций, представители компании Big Four. Эти люди знают, как зарабатывать деньги и управлять огромными компаниями. И сегодня именно они решат, кто пройдет финал конкурса «Стартап Булашак». В течение 2 недель пребывания на проекте 26 участников реалити-шоу под руководством тренеров упорно работали над презентациями, выверяли каждый пункт бизнес-плана. И теперь они готовы представить свои стартапы на суд беспристрастных и строгих судей. Итак, битва стартапов начинается. Выступать первой жребий выпал самой юной конкурсантке – 19-летней Камшат Абдыразак Казе из Тараза. Вместе с группой единомышленников она готова расширить мини-цех по изготовлению специальной обуви для больных, страдающих сахарным диабетом. Для наглядности конкурсантка продемонстрировала комиссии готовые ортопедические изделия. В этой обуви есть силикон. Она дает удобство человеку. Чтобы произвести такую обувь, нам необходимо оборудование, так как 3D-сканер и машина для превышения заготовки обуви. Конкурсную комиссию интересовало, проводились ли предварительные исследования и опросы среди людей, страдающих сахарным диабетом, кто входит в число разработчиков проекта и есть ли спрос на продукцию. Как прошло? Было волнение, до сих пор есть волнение немножко, но... Вопросов было очень много. Да, было очень. Это, наверное, хорошо. Видимо, заинтересовались твоим проектом. Да, конечно, это к лучшему. По воле жребия следом за Камшат выступает ее соседка по комнате Нургуль Бигбаева из Алматы. У нее довольно необычный проект – производство экологичной одноразовой посуды из опавших листьев. Первым делом Нургуль раздала судьям прототип, изготовленный собственноручно. Такая посуда, в отличие от пластиковой, быстро разлагается и не наносит вреда окружающей среде. Дубильное вещество, которое содержится в листьях, является неким естественным клеем. Мы собрали практически все виды пород деревьев, которые растут в городе Алматы, провели лабораторные исследования и выяснили, что это вещество содержится в большом количестве в дубовых, осиновых, березовых листьях. Члены комиссии заинтересовались технологией, и, как выяснилось, конкурсантка решила пойти по пути зарубежных производителей посуды из пальмовых листьев. Под номером 3 выступает программист Маулен Бектурганов. Он создал прототип бионической руки. С помощью его изобретения человек, лишившийся части руки, сможет жить полноценной жизнью. Это прототип бионического протеза, который управляется импульсами мышц, как аналоги, зарубежные аналоги. То есть, и только он сделан из 3D принтера. То есть он намного дешевле и по скорости разработки занимает до 7 дней. Маулен решил меньше говорить, больше показывать, как на деле работает его устройство. Можно вашу руку? Вот видите, он увидел, что препятствие, я остановился, не пережал. Зарубежные аналоги есть компания Bionic, Touch Bionic. Они стоят в районе $30 000.
25-40, вот они колеблются в таком районе, потому что там, может, больше ампутаций у человека нет. И мой протез, предполагаемая стоимость его 400 тысяч тенге, если при маржинальности где-то 45%. Мне так показалось, ты был очень уверен в себе. Ну, это, наверное, потому что я говорил о своем протезе, о своем проекте. Когда я говорю о нем, я забываю о всем волнении, обо всем. Я просто говорю суть проекта, потому что это благие цели этого проекта. И не важно, что я волнуюсь или не волнуюсь, главное, что я сделал, что я должен сделать. Наш следующий конкурсант, выпускник программы «Болашак» Диас Тастанбеков, тоже пришел не с пустыми руками. Молодой ученый хочет открыть ферму, где можно круглый год выращивать экологически чистую зелень. Все это время Диас успевал не только участвовать в бизнес-тренингах, но и ухаживать за неприхотливой рукколой. Она выросла благодаря умелому использованию технологии аэропоники. Почему я выбрал рукколу? Потому что ее период от семени до товарного вида вот месяц. Да, месяц. Можно, да. Можно приступать к реализации. Я высказался, сказал все, что хотел, и даже чуть больше. Временной регламент не позволил. И, в общем, я доволен своим выступлением. Вслед за Диасом о своем изобретении подробно рассказал атыраусский ученый Ержан Нуриденов. Его проект солнечно-ветровой установки участвует в конкурсе на право быть представленным в казахстанском павильоне выставки «Экспо». Комиссию заинтересовало, чем ветроустановка конкурсанта лучше зарубежных аналогов и какие инновационные технологии используются. Самая главная проблема по солнечным панелям, да, ощущение от пыли. Да. Каким образом это ощущается? Это ваш патент, новая разработка? Самоочистка жаңағыдай пневматический жылаба дейді, жоғарында мына жерлерде тұрады, ауаның қысымымен жаңағыдай шаңды үріп жібереді. Фен сияқты, бірақ фенді пропеллер айналады ғой. Вулканизацияда компрессор сияқты ауаның қысымымен мына солнечный панельдер 45 градус наклонмен тұрады, шаңды жаңағыдай үріп жібереді. Подготовился? Да. Ну давай, не буду задерживать. Удачи тебе. Прямиком к конкурсной комиссии. Выпускник программы «Болашак» Галым Байтимбетов сначала раздал комиссии буклеты с изображением и схемой работы аппарата по производству чистой питьевой воды. Она фильтруется и подается через специальный фонтанчик. Таким образом, уверен инженер, можно свести к минимуму использование пластиковых бутылок, загрязняющих окружающую среду. Для наглядности я последние за каких-то 5 дней старался собрать у всех наших участников их использованные пластиковые отходы, которые вы можете видеть тут в этом мешке. Вы можете видеть мою бутылку, которую я все время использовал, и выбрасывать ее, конечно, я не собираюсь. Есть государственная программа от 1 марта этого года. Это на развитие науки и образования. И там есть такой пункт, что до 2020 года все наши школы, колледжи, вузы должны установить себе либо стационарные источники питьевой воды, либо диспенсер. Просто возьмите всех поставщиков воды, диспенсера, всех производителей напитков, потому что там только в жаркие месяца, у них самая хорошая выручка идет. То есть, мне кажется, для них, и они будут против вашего проекта. И то есть вот насколько вы готовы и насколько вы думаете, у вас шансов есть на то, чтобы притеснить их? Учебное образование, я считаю, и государством прописано, то, что мы должны именно водой в первую очередь обеспечить. Как раз экспертное жюри, оно реально экспертное, то есть по уровню вопросов, то есть мне очень понравилось. Старались спросить именно те вещи, которые реально важны в моем проекте. Чуть-чуть, а потом я чуть-чуть успокоился и все нормально. Теперь настал черед Бакыт Беляловой убеждать комиссию в перспективности своего проекта. Он связан с открытием детской инженерной школы. Конкурсантка решила выделиться среди конкурентов и надела спецодежду для инженеров. Я хотел бы просто в противовес сказать, что все-таки я идею поддерживаю. Да, почему? Потому что, во-первых, я инженер, а во-вторых, у меня есть сынок, которому 11 лет. И я его недавно хотел в Астане отдать на курсы, как раз программирование. И до сих пор пока ищу, куда бы его отдать. Да, и, к сожалению, места пока не нашел. Если была бы такая школа, я бы с удовольствием бы отдал. По воле жребия следом за Бакыт выступает Алексей с похожим бизнес-проектом. Он уже открыл в Жезказгане кружок по робототехнике и теперь мечтает расширить дело. Вот таких роботов умеют создавать юные программисты и конструкторы.
То есть он умеет балансировать на месте с помощью гидроскопического датчика. Имеются также ультразвуковой датчик и датчик цвета. Хочу подчеркнуть, то есть это не готовая программа, а дети ее составляют. И клиенты у вас уже потенциальные есть? Клиенты у нас уже, да, 20 есть, и уже потенциально тоже, да, хотят записаться, и мы сейчас их ждем. То есть нам не хватает инвестиций для того, чтобы масштабироваться. Как выступил? Да, волнения не было, я немножко забыл про слайды, то есть я уже увлекся процессом. Ты ушел в разговор да, с ними. то есть мы уже начали диалог, и я немножко про это. Ты просто подумал, а может без слайда так договоримся? Если честно, да, эти слайды не очень важны, главное подтверждение моих слов и то, как я выступил. Карина Бектур из Астаны рассказывает комиссии, что старается приобретать продукцию под брендом «Сделано в Казахстане». Ее проект представляет собой онлайн-площадку об уникальных товарах, включающих онлайн-магазин и контент о малых производителях и ремесленниках. По сути, необходимые инвестиции на ближайшие 1,5 года составляют 18 миллионов тенге. Мы с моим партнером уже вложили 1,5 миллиона в разработку сайта. То есть сейчас ключевой вопрос является закончить разработку сайта и маркетинг. Это таргетированный маркетинг через социальные сети и так далее. Выслушав конкурсантку, судьи указали на слабые места проекта. Сомнения вызвал бюджет проекта. Для меня лично 18 миллионов отдать для того, чтобы создать сайт, мне кажется, это многовато денег, честно. То есть это мое субъективное мнение. То есть я вот как там специалист в этой компании, я бы просто увидел бы ваш сайт и сказал, окей, там посещение посмотрел бы, о, классное посещение, а чем они отличаются от нас? И все, и добавил бы на своем сайте, и у них очень много рекламы, они очень много сделали. То есть я к тому, что мы сейчас живем в капиталистическом мире, то больше, тот и будет побеждать. То есть у них есть и штат, и все ресурсы, и реклама, и так далее. То есть это мое видение лично. Презентация прошла успешно? Я ожидала больше вопросов, честно. Да, потому что регламент был 5 минут, я хотела показать финансовую модель и все такие более технические детали. Не со всех сторон рассказала про свой проект. Наш следующий конкурсант презентацию решил начать с вручения букета цветов единственной даме в составе комиссии. Выступление первой десятки конкурсантов завершает Нуржигит Ракымжанов из Атырау. Деньги ему нужны на реализацию проекта по выращиванию цветов в теплице. По оценкам экспертов, цветочный рынок Казахстана составляет, объем цветочного рынка Казахстана составляет 143 миллиона долларов. Это за 2015 год. Из них только 80% цветов – это цветы импортного производства. Конкурсант из Алматы Нурсултан Сейдбек рассказывает судьям, как можно эффективно использовать крыши зданий. Мы забываем, в частности, о том, чем мы питаемся. Мы предлагаем построить теплицы на крыше. Они будут оборудованы гидропонными установками, и мы не будем зависеть от времени года, и нам это дает очень большой плюс. Здесь он предлагает открыть фермы Алматы Грин. Они будут оборудованы специальными установками, и выращивать зелень здесь можно в любое время года. Сандугаш Бекпанова приехала из Актау. Сейчас она старается убедить комиссию в том, что ферму по разведению креветок и раков можно превратить в прибыльный бизнес. Для реализации стартапа ей нужно 8 миллионов тенге. Но судьи сомневаются, хватит ли этих средств для раскрутки проекта. Хватит ли вам денег? Потому что мы видели подобные проекты, то есть там на территории Казахстана, в смысле даже не выращивание, там даже не креветки, а более простейшие, там простые, там, не знаю, форелевые хозяйства условно, да? И стоимость инвестиций, раз в 10-20 точно больше, наверное. Можно я скажу? Во-первых, первый год я планирую общей мощностью 3 тонн в год. Это 2,5 тонны королевских креветок и 500 килограмм раков. Это на первый год я планирую, да? И вот эта сумма рассчитана с установкой там оборудования полностью, самих закупов корм, то есть мальков, да, креветок и раков. Также там капитальные расходы, которые помещение, то есть постройка ангара самого, да? И туда входят, естественно, операционные расходы. Под номером 13 выступает конкурсантка из Алматы Нургуль Сейдбекова. Ее проект связан с производством адаптированной одежды для людей с ограниченными возможностями. Нургуль демонстрирует членам комиссии модели тестовой коллекции. Бұл арбаға танылған адамның киімі деп айтылсақ болады. Бұны ыңғайлы шеше аламыз и кидіре аламыз. Бұнда қолын салатын, қолын жауып қоятын және жылы. Екіншіден, осындай мешок. Бұл мешоктың бағасы біздің теңгемен 20 000 теңге.
Және Россияның бағасы 80, бұның өзін себестоимость 15-16 мың теңге. Біз осындай аяқ киімді шығардық. Даурен Исмагулов из Астаны тоже решил подарить комиссии цветы, правда, предварительно завернув их в бумажные пакеты. Именно такие экологически чистые крафт-мешки он предлагает производить. Согласно программе зеленой экономики, данный вид оберточной бумаги соответствует всем ее требованиям, то есть это повышение эффективности использования природных перерабатываемых ресурсов, также создание условий, то есть если мы путем имиджевой упаковки создадим моду на этот вид бумаги, упаковки, мы вытесним полиэтилен и, соответственно, можно перерабатывать. То есть для чего мы проект? Для того, чтобы подготовить население столицы и гостей ее, в первую очередь, а также и всего Казахстана. Судьи интересовались, откуда будет поставляться сырье, и посоветовали тщательнее изучить рынок конкурентов. Габица Двакасов из Кустаная предлагает построить станцию техобслуживания по установке ручного управления и подъемных устройств для мобильности людей с инвалидностью. Проект уже реализуется в пилотном режиме. Инвестиции нужны на расширение бизнеса. Сейчас есть свое наработанное оборудование. На стадии патентирования мы уже подаем в юстицию. То есть тоже есть своя... Если свое оборудование, вот это интересно. Если... Свое оборудование тоже имеется. Следующим презентовать свой бизнес-проект готовится Руслан Елемесов из города Жанаозен. Он рассказывает комиссии, что деньги ему нужны на создание мини-цеха по производству бытовой автомобильной химии. Бизнес-идея Данияра Турмухамбетова из Астаны – уличная зарядка на солнечной энергии. Презентация вызвала немало споров не только у членов комиссии, но и у менторов. Проект посчитали недоработанным. В Астане, да, вот в Астане как раз 7 месяцев в году, холодное время года, да, декабрь, январь. Мне интересно, сколько народу подойдет и будет заряжать свой телефон, да. Больше 5 минут простоять там порой бывает очень тяжело. Да, у меня есть такой вариант. Я хочу дополнительную монетизацию сделать, то есть я хочу сделать там ячейки, поставить, когда человек за небольшую плату, допустим, за 50 тенге, может оставить в ячейке этот свой телефон, уйти на время и снова вернуться и взять. Да, при холоде телефон не включается, если вы знаете. Даже если он заряжен. Арыстан Жакупов представляет на суд комиссии интернет-проект по совместной аренде недвижимости. Выступает уверенно. Посмотрим, удастся ли ему убедить судей и выйти в финал. Там прописан специальный алгоритм, который находит именно потенциальных соседей под именно так сказать, вашу анкету по предпочтениям. После этого система сама, так сказать, высылает вам уведомление на личный аккаунт, на вашу почту и на ваш телефон. Понятно, ну просто вот сумма 14 миллионов там, с копейками, да, для чего она нужна? Могу расписать по памяти. Это основные деньги, это получается маркетинг. На серверное оборудование порядка 350 тысяч, порядка 5 доменов, это 25 тысяч, копирайт 300 тысяч в год, это получается примерно по 25 в месяц написание статей и SEO-продвижения. Маркетинг – это таргетинг и контекстная реклама, плюс SMM. После этого разработка мобильного приложения. Да, конкурсантка под номером 19 Гульнура вот уже на старте перед своей защитой. Мы пришли пожелать тебе удачи, всего наилучшего. Благодарю. Давай, удачи, поехали. Инженер-технолог Гульнур Айладирова намерена защищать проект по переработке крови крупного рогатого скота. Исследования показали, что кровь животных является источником питательных веществ. Бизнес-идея сразу заинтересовала одного из менторов. Гульнур нашла оптимальный метод переработки цельной крови и уже успела провести переговоры с мясокомбинатами. Продуктовая линейка, сколько видов и вот где они будут использоваться реально? То есть рынок исследовали, да, уже? Белковый гидролизат это можно использовать как биологически активную добавку. Органическое железо это можно использовать, добавлять в лекарства по борьбе с низким уровнем крови.
Я так и думаю, что по финансам у меня будут вопросы, потому что в данный момент мы вот с международными экспертами сами сейчас считаем эти минусы. То есть тебе еще нужно время, чтобы определиться с финансами? Да, потому что, знаете, сперва нужно будет проанализировать сперва на казахстанском уровне, дальше на международном. Это занимает очень много времени, и 2 недели будет недостаточно. Булату Каликбаеву выпал жребий выступать 20-м по счету. Актюбинец намерен открыть цех по производству переносных металлических пандусов. Судьи посоветовали проанализировать работу конкурентов и даже поделились полезными контактами. Вы знаете, в Алмате есть такой человек, Турганжан Касымов его зовут. Он руководит социальным проектом «Жолом Болсун Балакай» называется. Он тоже устанавливает такие пандусы в подъездах, вот от входа в подъезд до первый пролет до лифта. Но у него больше нацелено на мам с колясками. Просто он у меня в подъезде тоже устанавливал. Там также откидывается на стенку. То есть если у вас уже прототип, если нет, вы могли бы с ним тоже посоветоваться. Он уже их устанавливает прям в нескольких домах. Микрорайоны целые оборудуют в городе Алматы. Я могу поделиться контактом. Было бы хорошо. Следом за Булатом выступил его земляк Берик Курмашев. Бизнес-идея связана с трудоустройством людей с ограниченными возможностями через веб-платформу. Сначала чувствовалось волнение конкурсанта, затем он собрался с мыслями и ответил на все вопросы членов конкурсной комиссии. Я знаю, что ты сегодня вышел в свадебном костюме, потому что этот костюм, в принципе, ты как такой не часто носишь. Я надеюсь, это придаст тебе некой уверенности того, что за тобой семья, которая готова тебя поддержать, всегда помочь. Ну, ни пуха, ни пера. К черту. Давай, удачи. Даулет Джумажанов из Павлодара хотел выступить последним, однако вытянул 22-й номер. Его бизнес-проект – создание цеха по производству полиэтиленовых эко-пакетов. Даулет верит в то, что это число принесет ему удачу. Что ж, совсем скоро мы узнаем, пройдет ли он в финал. Который будет производить фасовочный пакет и майку фасовочного пакета с ручками. Потом, получается, к нему я буду покупать пресс, чтобы делать ручки. И двухцветную флексографическую машинку покупать буду, чтобы делать рисунки. Вот. И еще к этому я буду приобретать коронатор. Перед нанесением рисунка обязательно. Назым Мусабекова из Талдыкоргана мечтает спасти родное Ушкольское озеро от возможного высыхания. Ее бизнес-проект связан с развитием аквакультуры. Назым намерена заниматься не только разведением рыб, но и выращиванием мальков. Родители конкурсантки заняты в сельском хозяйстве, и девушка решила пойти по их стопам. Благодаря моим родителям, также сельское хозяйство, которое находится, они инвестировали часть суммы закупа мальков, то есть они тоже заинтересованы. Я с детства росла в этом сельском хозяйстве, то есть наблюдала. В 80-х годах тут развивалось рыбное хозяйство, и все знают жители этой местности. И я в рационе всегда употребляю рыбу, люблю рыбу. Это ваш стартап или стартап все-таки ваша семья? Потому что для нас это важно. Это мой стартап. Во-первых, это помощь экологии. То есть высыхает озеро. Я как патриот хочу защитить озеро от высыхания. Как оценишь свое выступление, как все прошло? Вначале очень сильно волновалась, но когда начали вопросы задавать, я с уверенностью отвечала, потому что я знаю на них ответы. Потому что это твой проект, ты в нем как рыба в воде. Можно сказать, я уже мыслю как рыба. Играй позитивно, учись эффективно. Таков слоган интеллектуальной развивающей настольной игры «Казахстан Тариха». Она разработана конкурсантом из Туркестана Кондыкби Айтугановым. Участник уверен, играючи школьникам намного легче освоить сложный учебный материал. В чем новизна продукта Новизна продукта состоит в том, что вот такие карточки, которые умеют летать вот так, вот это и есть новизна продукта. Эту шутку тоже не прокатила. Свое выступление Кондыкби разбавил шутками. Судьи чувство юмора конкурсанта оценили. А вот посчитают ли они его проект достойным выхода в финал, мы узнаем чуть позже. Сейчас идет разработка настольной игры для детей. Это помогающая обучаться ментальной арифметике.
Отходы превратить в доходы намерен Женис Садыров из Алма-Аты. Он представляет на суд комиссии проект по производству угольных брикетов. Для этого не требуется сырье высокого качества. Пригодна пыль и угольные отходы. Женис, как дела? Как прошла презентация? Очень плохо. Уставший такой. Почему очень плохо? Перепутал много текстов. Не получилось, как я хотел, как бы сказать. Очень сильно волновался. Ну как ты думаешь, общая цель донесена до конкурсной комиссии? Они поняли твой проект? Думаю, нет. Почему? Я смотрел, в принципе, реакция была адекватная. Недоходчиво, не до конца все не сумел рассказать, суть объяснить. Хорошо, в чем причина? Причина в себе, кажется, это волнение. Волнение? Ну, я надеюсь, это никак не скажется на решении наших судей. Поэтому тебе желаю удачи. Все, расслабься, не волнуйся. И завершает выступление участников реалити-шоу практикующий хирург Еркебулан Жантлеу. Конкурсант открыл цех по производству медицинских тренажеров. От своих аналогов они отличаются доступной ценой и высоким качеством. Инвестиции нужны для расширения бизнеса. Членам конкурсной комиссии теперь предстоит нелегкая и ответственная задача – обсудить и вынести решение, кто из участников пройдет в финал. Правила конкурса таковы, что из 26 бизнес-идей будут отобраны 12 самых ярких и перспективных. Пока судьи совещаются, чтобы как-то разбавить томительное ожидание, наши конкурсанты делают селфи. Еще неизвестно, кто из них уедет домой, а кому предстоит продолжить нелегкую борьбу за гранты. Но об этом интересном периоде их жизни, об участии в проекте «Стартап Болашак», каждому из них теперь будут напоминать фотографии. Итак, судьи готовы огласить свой вердикт. Сейчас станут известны имена сильнейших, тех, кто прошел финал битвы стартапов. Суть конкурса таков, что проходит только несколько людей. Вот. Раскрою секрет, из вас, из 4, проходит всего лишь 2 человека. 2 человека из вас проходят, и это... Здесь несколько версий прозвучало, и 2 из них точно попали. Это Галм со своим проектом. Второй проект действительно тоже нам сложно было принять решение по нему, потому что и сайт хороший, и цветы нужны, и обувь шить. Но в оконцове большинством приняли решение о том, что дальше финал проходит Камшат. Из вас 4 всего лишь 2 человека пройдут в финал. Долго не буду затягивать такую интригу. В первую очередь хотел бы пропустить Булата с его пандусами. И в следующий этап, финал, проходит Еркебулан со своими тренажерами. Спасибо большое вам. Оглашу, первый проходит Берег с сайтом. Второй проходит, вот реально тяжело, честно. Даже говорить и смотреть вам в глаза, потому что все проекты классные. Но конкурс есть конкурс, второй проходит Алексей. Первый проходит Назым. Второй проходит Габит. Первый проходит Нургуль. Как думаешь, Нургуль, кто будет следующий? Диас. А следующий проходит Диас. Финал проходит Гульнур.
по возвращению в Жанаузен, о твоих планах, что ты будешь делать дальше? Я никогда не сдавался и не сдаюсь. Я начал этот проект и доведу это до конца. Но параллельно у меня есть еще и другие проекты, да, совместно с партнерами. Ну, увидите в журналах Forbes. В этом году ты будешь выступать и защищать свой проект в финале. Что скажешь по этому поводу? Из прошлых участников, кто в прошлом году участвовал, мало кто решился второй раз подать. Немножко даже стеснялся, типа вот, не получилось опять. А если опять не получится, да? Я чувствовал себя здесь второгодкой. Еще и самый старый, но это того стоило, в конце концов. Самый позитивный, самый активный участник, так сказать, такой балагур. Что будем делать дальше? Мы как семья в какой-то степени на данный момент. Я не сожалею о том, что я не прошел, значит, есть к чему стремиться. То есть я буду к этому идти. Я не буду оставлять свои планы, свои наработки. Я буду идти по этому пути. Начну с дистрибьюции. Отлично, ты большой молодец, мы все в тебя верим, у тебя все получится. Удачи. Идеи были действительно очень интересные. И, честно говоря, я даже поражен, насколько наша молодежь, она вот действительно, пройдя вот эти все конкурсы, все отборы, все-таки продолжает бороться за свой проект. Да, очень много проектов в части инноваций. Я хотел бы отметить тех ребят, которые прошли по программе «Болашак», да? Тех ребят, которые учились в Назарбаев университете. Видно было, что уровень подготовки и то время, которое они проходили обучение за рубежом, не прошло даром. То есть то, как они презентовали свои идеи, то, как они презентовали свои проекты, мне это очень сильно понравилось. Понравился проект создания протезов руки. Да, вот, и плюс вот проект по выращиванию рукколы, да? Да, то есть рукколы, да. Очень просчитанный проект, экономика, как бы все продумано. У Маулена, это разработчик бионической руки, и Диаса, который выращивает рукколы, есть шанс с вами вместе разработать свой бизнес, свою идею, даже если они не победят у нас в финале. С точки зрения финансового института, который как бы вкладывал бы, вернее, поддерживал бы рентабельный бизнес, то я посчитал, что эти два проекта имеют право на жизнь. Причем могут громко заявить о себе в ближайшее время. Теперь готовиться к финалу ребята будут под руководством менторов. Каждый из наставников выбрал подопечного. Ментор Берика Курмашова, учредитель и генеральный директор компании «Алма Клауд», выпускник программы «Болашак» Санжар Алтаев. Наставник Алексея Ли, генеральный директор ивент-агентства «Sun Events» Сауле Самиддин. Ментор Маулена Бектурганова, инвестиционный директор VTB Capital I2BF Innovation Partners, член ассоциации «Болашак» Ануар Сейфулин. Диасу Тастанбекову улучшать бизнес-концепцию будет помогать его наставник, управляющий партнер Руми Групп Куаныш Шонбай. Он же выбрал и второго подопечного Болата Каликбаева. Наставник Назым Мусабековой, основатель крупной сети фитнес-центров «Фитнес Блиц», выпускник программы «Болашак» Данияр Молдахмед. Ментором Камшат Абдразак Кызы стала директор завода «Гофротара» Гульнара Кадарова. Галым Байтимбетов будет работать под руководством своего наставника, учредителя ТО «Такси ЖБ», председателя Ассоциации транспортников города Астаны Медета Курманова. Он стал ментором и Гавида Садвакасова. Детально просчитать все пункты бизнес-плана Гульнур Айладдировой поможет наставник, соучредитель агропромышленного холдинга «Управляющая компания «Шанырак», выпускник программы «Болашак» Максим Башко. Наставником Еркебулана Жантлеу стал генеральный директор ТО ТКА Групп Павлодар Аскар Ахметов. Ментор Нургуль Сейтбековой, директор ТО Гермес Трейд ПВ Илья Тереченко. Вот и завершилось наше двухнедельное путешествие по знаниям в бизнес-сфере. С теми, кто прошел финал, я хочу сказать, увидимся в Астане. Ну а кто, к сожалению, туда не прошел, передавайте привет своим городам. Я уверен, вы будете поддерживать связь, общение. Расставаться всегда тяжело. Конкурсанты не скрывают своих эмоций, обещают писать и звонить почаще. И обязательно снова собраться всем вместе. За 2 недели все участники реалити-шоу «Стартап Болашак» приобрели самое ценное – веру в себя, в свой проект, знания, которые завтра пригодятся в бизнесе. А главное – единомышленников и верных друзей.